Здравствуйте! В эфире дневной выпуск новостей. В студии работает Бегаим Бегалеева. Правительство усилит политику поддержки отечественных предпринимателей и бизнеса. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на совещании по вопросам стабилизации последствий снижения курса национальной валюты. Глава Кабмина отметил, что правительство отслеживает экономическую ситуацию как в стране, так и в мире и принимает необходимые меры для поддержания экономической активности в республике. 9 марта резкое падение цен на нефть более чем на 30% привело к снижению курсов национальных валют России и Казахстана на валютной бирже. По словам Мухаммедкалыя Абылгазиева, с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным были обсуждены соответствующие вопросы. Доля нефтегазовой отрасли в структуре промышленности занимает всего 2%. В этом контексте наша экономика напрямую не зависит от нефтяных цен. Но изменение экономической ситуации у наших основных торговых партнеров оказывает влияние на страну. На сегодняшний день цена на горюче-смазочные материалы не изменена. Поводов для опасений нет. Премьер сказал, что правительство с 9 марта внимательно отслеживает ситуацию на мировых рынках. По итогам экстренного совещания с председателем Нацбанка был принят ряд мер по стабилизации резкого колебания курсов на валютном рынке и поддержанию уровня экономической активности в стране. В такой период правительство усилит политику поддержки отечественных предпринимателей и бизнеса, отметил премьер. В случае необходимости будут введены дополнительные меры поддержки. Среди таких мер усиление работы по поддержке и участию отечественных компаний в процессах госзакупок, рассмотрение возможности продления моратория на проверки бензина сроком до 2022 года. С текущего года сократится число контрольных мероприятий со стороны ГНС. В случае выполнения компаниями обязательств по налогам, проверки будут переведены в дистанционный режим. Мухаммедкалый Абылгазиев продолжил, что в части финансовой поддержки будет проведен анализ по кредитным обязательствам в иностранной валюте в банках страны. Будет усилена поддержка бизнеса в вопросах подставки социально значимых товаров. Как вы знаете, в августе 2015 года казахский тенге обесценился на 35%. Российская валюта потеряла более 40%. При этом кыргызский сом подешевел всего на 8% по отношению к доллару США. Кыргызский сом на сегодняшний день является на пространстве ЕАЭС одной из стабильных, сильных валют. Этому способствует стабильная макроэкономическая ситуация, обеспеченность внутреннего рынка товарами в достаточном объеме, снижение уровня долларизации отечественной экономики. По итогам 2019 года он составил 35%. Премьер-министр отметил, что в условиях изменяющейся динамики экономической активности в странах основных торговых партнеров необходимо проводить детальный мониторинг ситуации и просчитывать, идти на решительные шаги. Он также подчеркнул важность рационального использования бюджетных средств с сокращением расходов и экономики средств, с учетом финансирования запланированных социальных обязательств и приоритетных направлений государства. Елена Ткаченко, телекар Кинуло, Алато, 24. Из-за коронавируса отечественная экономика несет потери, но здоровье населения для нас важнее. Об этом премьер Мухаммедкалый Абылгазиев заявил на совещании по обсуждению работы двух республиканских штабов, направленных на минимизацию влияния последствий от распространения коронавирусной инфекции. Как отметил премьер, ужесточены проверки на контрольно-пропускных пунктах. Глава правительства подчеркнул необходимость акцентированного внимания на развитие бизнеса. Китайская Народная Республика является одним из основных наших торговых партнеров. Его доля в общем товарообороте составляет 26,4%. За 2019 год его доля в общем объеме импорта составила 35,4%. В основном это сырьевая база для производства. Сейчас запасы сырья есть, но неизвестно, как скоро и каким путем могут возобновиться поставки. Здесь появляется возможность не просто выявить наши минусы, но и попытаться наладить с нуля свое производство. Премьер также дал поручение отменить все заграничные командировки сотрудников аппарата правительства, министерств и ведомств в страны, где есть риск заражения опасной инфекцией. Поездки за рубеж должны осуществляться только по важным для государства мероприятиям и только в страны с положительной эпидемиологической ситуацией.
А между тем повышение цен на продукты первой необходимости не наблюдается. Ажиотажа нет, полки полны, все работают как обычно. В регионах страны тоже продовольственная ситуация спокойная, изменений цен нет. Запасов продовольствия в стране достаточно. Об этом было сказано на очередном заседании Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Сотрудники агентства антимонопольного регулирования проводят мониторинг цен на товары первой необходимости. Они провели встречу с представителями крупных торговых сетей и продовольственных рынков страны на предмет обеспечения стабильных продаж и цен. Вице-спикер Джогорку Кенеша Аида Касымалиева и депутат Джогорку Кенеша Абдыбек Дюшалиев помещены в обсервацию после поездки в Германию. Они прилетели в Бишкек 13 марта, их поместили в обсервацию на дому на 14 дней. Самочувствие у меня хорошее. Эта поездка была запланирована давно и отказаться не было возможности. Я на тот момент консультировалась с Минздравом и все было в порядке. Мы с Абдыбеком Дюшалиевым должны были прилететь позже, но решили вернуться в Кыргызстан пораньше. Нас проверяли на коронавирус в Германии. В аэропорту Стамбула нас не проверяли. Замечу, что тщательнее всего нас проверяли в Бишкеке. Также взяли мазок. В результате, согласно алгоритму, нас поместили на домашнюю обсервацию на 14 дней. В ближайшие дни в аптечную сеть начнут поступать отечественные медицинские маски, а государственным и муниципальным служащим рекомендовано ограничить командировочные поездки в другие страны до стабилизации ситуации по коронавирусу. Вице-премьер Алтынай Умурбекова отметила, что поводов для паники нет. В республике подтвержденных случаев коронавируса не выявлено, эпидемиологическая ситуация стабильная. Она призвала кыргызстанцев не распространять в соцсетях и мессенджерах информацию, не соответствующую действительности, и следовать рекомендациям Минздрава. Пограничники КПП Чонка автодорожный пресекли незаконный вывоз товаров медицинского назначения из Кыргызстана в Казахстан, сообщили в ГПС. По их информации, 33-летний гражданин Кыргызстана прибыл в пункт пропуска на автомашине «Вольво». В ходе досмотра автомобиля пограничный наряд обнаружил товары медицинского назначения, спрятанные под мешками с сухофруктами. Были выявлены свыше 95 тысяч медицинских масок без сопроводительных документов. Общая стоимость задержанного товара составила более 1 400 000 сомов. После составления соответствующих документов водитель и груз были переданы мобильной группе ГСБЭП для дальнейшего разбирательства. В алгоритм действий соответствующих госорганов внесено дополнение в целях усиления противоэпидемиологических и карантинных мероприятий. Все лица, прибывающие из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса, будут подразделены на 3 категории. Изменения в классификацию небезопасных стран внесены в связи с объявлением Всемирной организации здравоохранения пандемии. Поэтому Минздравом определены дополнительные критерии оценки стран по категориям: абсолютное число случаев заболевания, темпы роста распространения инфекции за последние 10 дней, индекс готовности страны к эпидемии и пандемии по данным независимых международных организаций. Список стран может меняться в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации в мире по согласованию с МИДом. Перепись населения жилищного фонда откладывать не будут, сообщили в Нацстаткоме. По данным ведомства, в связи со сложившейся ситуацией, связанной с распространением коронавируса, Нацстатком предусмотрел информирование переписчиков о соблюдении основных мер предосторожности для защиты от инфекций. В помещениях, где проходит обучение переписчиков, рекомендуется проводить ежедневную влажную уборку и проветривание, а также соблюдать личную гигиену и по возможности защищать органы дыхания медицинскими масками, говорится в сообщении. АКС ГКНБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий с поличным при получении 250 000 долларов задержала граждан Кыргызстана, уроженцев Каракульчинского района Ошской области, Джумгальского района Нарынской области и жителя Чуйской области. Установлено, что задержанные вымогали у одного из руководителей Кыргыз-Темиржолу $1 000 000, в последующем снизили до 250 000 долларов за победу в тендере госзакупок по замене труб питьевой воды Карабалты. Также установлено, что один из задержанных ранее проходил по уголовному делу по факту мошенничества. Вместе с тем, в целях придания мошенническим действиям правдоподобности, он заявлял, что якобы тесных взаимоотношениях с президентом Кыргызской республики, а также его окружением, обещая решить данный вопрос. По данному факту материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС РПП по статье 38 и статье 24 Уголовного кодекса Кыргызской республики. Задержанные водворены в ВВС СИЗО ГКНБ Кыргызской республики, ведется следствие. В
В следующем году после выборов в Госдуму, возможно, будет один депутат кыргызской национальности с российским гражданством. Парламентарии Кыргызстана выступили с таким предложением во время визита кыргызской делегации в Россию в рамках открытия перекрестного года. Эту идею поддержали представители российской стороны, сказала нардеп Евгения Строкова. По ее словам, депутат Кыргыз в Госдуме стал бы еще одним шагом сотрудничества двух государств. Мы бы делегировали ему ответственность за судьбу более полумиллиона мигрантов, причем многие из них с российским гражданством, добавила парламентарий. Кроме того, на круглом столе по вопросам перекрестного года участники отметили важность открытия памятника в Оржеве, а также усиление сотрудничества в сферах миграции, образования и межрегионального взаимодействия. То Москва и Бишкек, они, конечно, формируют повестку, но реализация вот этого сотрудничества, она идет непосредственно именно через регионы. Тем более надо учитывать, что в регионах у нас достаточно сильные диаспоры. И мне кажется, вот к процессу вот этого сотрудничества и этого года, конечно, это должно стать, наверное, новым этапом в позиционировании диаспор. Потому что диаспоры, они все равно оставались в стороне. А диаспора сегодня имеет очень хороший и экономический потенциал. Не просто много наших кыргызстанцев живет. Там уже есть очень серьезные бизнесмены, которые, я думаю, могли бы запустить проекты, связанные с совместных предприятий тех же. Сегодня в ряде городов Кыргызстана стартовала агитация на выборы в городские кенеши. 12 апреля в городах Ош, Токмок, Каракол, Балыкчи и Майлюсу состоятся выборы депутатов местных кенешей. В этой связи Центральная избирательная комиссия объявила, в каких городах и сколько партий получили право участвовать в предвыборной гонке. В Оше насчитывается более 120 тысяч избирателей. Стало известно, что от политпартии в Горкенеш баллотируются 9 кандидатов. В Токмаке, где проживает более 30 тысяч избирателей, заявлено 9 партий. В Караколе, административном центре Иссыкульской области, где насчитывается 32 тысячи избирателей, о своем участии заявили 15 политпартий. В Балыкчи с 25 тысячами избирателей в выборах участвуют 11 партий, и в Малюсуйском городском кенеше с 11 тысячами избирателей примут участие 6 партий. Изучить основы правовой грамотности и получить консультацию специалистов Министерства экономики, Нацбанка и Госагентства антимонопольного регулирования смогли сегодня студенты столичных вузов на мероприятии «Потребитель. Знай свои права», приуроченном ко Всемирному дню защиты прав потребителей. Мероприятие стало итогом месячника, проводимого Госагентством антимонопольного регулирования по всей республике, во время которого старшеклассников и студентов обучали навыкам защиты прав потребителя и финансовой грамотности. За консультацией и вообще за рассмотрением определенных дел по защите прав потребителей, потребители имеют право обратиться непосредственно в государственные органы, то есть в антимонопольный орган, ДГСН могут обратиться. Если это связано с информацией при получении финансовых банковских услуг, то тогда это нужно будет обращаться в Национальный банк. И на этом наш выпуск завершен. Следите за нашими эфирами на страничках Facebook, YouTube, на официальном сайте нашего телеканала ktrk.kg, а также будьте в курсе свежих новостей посредством мобильного приложения Ало-24. Ну а мы следим за развитием событий в стране и за ее пределами. Всего вам доброго и до свидания. Thank you.